В Сухуми по Звамба-9 на месте обработки информации и подачи пакета документов на замену российского загранпаспорта стали скапливаться большие очереди. Все спешат сдать документы, пока срок действия их паспортов не истек. Люди сетуют, что им приходится находиться здесь с ночи и ожидать своей очереди несколько дней. Среди пришедших на обмен загранпаспортов много пенсионеров, и все они приехали в столицу из разных районов республики. По их словам, нередки случаи, когда предварительно составленный список очередности пропадает на следующий день, и поэтому они вынуждены занимать очередь заново. Не могла попасть, уже 4-й день хожу. Очереди большие очень. Знаете, сколько им плохо было? Очень возмущение. Кому жаловаться, мы не знаем просто. С ночью, да, с 2, с 3, 3 часа я пришла 3 дня назад, да. И до утра здесь я сидела и не спала. 89,5 лет отцу, он уже не транспортабельный. И справку сказали, принес справку. С этой справкой, если считать, уже 3-й раз прихожу. Со вчерашнего дня в очереди стою, ночью здесь были, записали, некоторые пошли, поспали, пришли обратно сегодня утром. Люди просто жалко, мучаются, в очереди стоят, очень тяжело, дальше не знаю как, если так будет продолжаться, народ просто жалко. У многих пришедших сдать документы срок действия паспортов еще не истек, но некоторые жалуются на то, что им выдают талоны на день, когда паспорт уже будет просрочен. И, соответственно, помимо госпошлины, им придется платить и консульский взнос. У меня 16 марта кончается уже срок паспорта. Я первый день вот пришла, чтобы попасть, сдать документы. Здесь такая очередь, может быть, завтра и послезавтра мы не пройдем, а если наш срок пройдет, почему мы должны платить? Просто порядка пока нету. Вот если был бы порядок, то, конечно, быстрее прошли бы. Я сегодня первый день, надежды, что что-то получу, нету. Потому что сегодня список пишут на завтра. Вот. А завтра придем, когда я скворчели. Каждый раз приезжать тоже нельзя. Вот. Не знаю, получим или нет. Если только я не успею получить до конца срока паспорта, то будут штрафовать. Штрафовать будут. Моей вины нету. Вот тут просидишь и ничего не сделаешь. Сказали на послезавтра подойти с талоном, а талоны не выдают еще до сих пор. Я не понял, ее нету. Я не пойму ничего вообще, что творится. Чем дальше, тем страшнее. По Звамба-9 на месте обработки информации и подготовки пакета документов на замену российского загранпаспорта, а также на оформление российского гражданства детям до 18 лет ежедневно с 9 утра до 6 вечера открыты все 3 окошка. За день специалисты принимают порядка 130 человек. Однако здесь следует уточнить, что если по Звамба-9 выдают пакет документов до конца рабочего дня, то в посольстве России принимают эти документы только до обеда. Согласно административному регламенту МИД России по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, время принятия анкеты на оформление загранпаспорта не должно превышать 10 минут. Мы в первой половине дня за 4 часа силами 2 сотрудников принимаем 50 анкет на оформление загранпаспортов сроком действия 5 лет. И в среднем 55 анкет на оформление загранпаспортов сроком действия 10 лет. Таким образом, срок, установленный регламентом, мы сокращаем в 2 раза и принимаем в целом 100 граждан в день по вопросам оформления гражданам России загранпаспортов. Во второй половине дня осуществляется выдача готовых паспортов. В день мы выдаем около 75 готовых 5-летних загранпаспортов и около 20 10-летних. С тем, чтобы заявители, обращающиеся за оформлением 5-летних паспортов, а таковых сейчас подавляющее большинство, могли гарантированно подать анкеты в день обращения в консульский отдел, введена запись на прием. Речь, повторюсь, идет о 5-летних паспортах. На 10 лет мы запись не вводим. В консульском отделе посольства Российской Федерации также сообщили, что при обращении граждан, у которых заканчивается срок действия паспортов со дня на день, их документы обрабатываются в штатном режиме. Неоднократно мы обращали внимание граждан на необходимость заблаговременно обращаться с заявлением об обмене загранпаспорта взамен использованного. Желательно обращаться за 4 месяца до истечения срока действия паспорта. В то же время, несмотря на наши рекомендации, такого рода обращения, в том числе в последний день действия паспорта, до сих пор происходит. По мере возможности стараемся входить в положение, такие анкеты принимать, но опять же просим
все делать вовремя. Но если мы принимаем, уже всех граждан приняли по записи, и у нас, допустим, есть время принять, безусловно, входя в положение, видя ситуацию, что с завтрашнего дня паспорт уже недействительный, чтобы не проводить проверку наличия российского гражданства, мы такую анкету, безусловно, возьмем. Стоит отметить, что для большинства жителей Абхазии новость о взимании дополнительных сборов при оформлении просроченного загранпаспорта стала неожиданной, так как о таком нововведении не сообщалось ранее. По словам работников паспортного отдела, такой ажиотаж вокруг обмена российских загранпаспортов в Абхазии случается регулярно. Чтобы подобные ситуации не повторялись и людям не приходилось подолгу стоять в очередях, сотрудники российского посольства призывают граждан следить за сроком действия своих документов. Алика Трапштамас Чиковани, Абхазское телевидение.